Ковер во все времена играл важную роль, особенно в жизни наших предков. Его можно было увидеть на полу в ингушских саклях, на стене, а также его часто дарили в подарок. Но главное, ковер был не просто предметом интерьера. В старинные ингушские ковры и стенги наши предки вкладывали особые символические значения. Сегодня такие ковры можно встретить не только в частных коллекциях, но и в музейных экспозициях. Так, истин, которому более 150 лет, хранится в Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия. Как рассказала нам главный хранитель музея Мадина Хамхоева, его передали в дар наши земляки, живущие в Турции. У нас были современные ковры в фондах музея, но старинных экземпляров не было. Эти редкие экземпляры, они были утеряны бесследно. Это утеряны во время депортации ингушского народа, утеряны во время различных конфликтов, во время военных действий в Грозном. Бесценный дар нашему музею преподнесла ингушская диаспора, которая называется Ингушский Дернек, как они сами себя называют, Турции. Эту диаспору возглавляет руководитель, он был избран в 2014 году. И зовут его Селман Ахриев. Салман Ахриев Бештой рассказал, что ковер, который был передан в дар музея, один из немногих дошедших до наших дней. Некогда он хранился в старинной мечети, построенной ингушскими мухаджирами, которые переселились в Турцию в XIX веке. Ковров было много. Раньше существовала традиция по важным событиям дарить их мечетям. Буквально до столетия. Там накопилось огромное количество таких ковров. Позже эта мечеть была разрушена. Все ковры были, вся коллекция ковров была разграблена. И это, можно сказать, единственный ковер, который сохранился из этой богатейшей коллекции. Представители турецкой диаспоры ингушей долгое время решали оставить эту реликвию в Турции или передать в музей Ингушетии, но все же истин попал на историческую родину. Он для них тоже был необыкновенно был реликвией, потому что ингушская диаспора, она же формировалась после Кавказской войны. Это 1717 год и 1964 года. Мухаджиры прошли очень нелегкий, тяжелейший путь. Мы здесь, мы знаем свои, какие мы испытания прошли, они там тоже. Но получается, что он был из сохранившейся из богатой коллекции в мечети, и они решили все-таки, в конце концов, передать его и перевести на историческую родину. Сегодня активно возрождается древнее искусство ковроткачества. Благодаря современным технологиям процесс значительно упростился, но когда-то весь процесс был полностью ручным. У нас было очень развито овцеводство. Материала для изготовления таких ковров было достаточно. И буквально каждая женщина в старину умела такой ковер изготовить. Собирались родственники, молодые девчонки. Обязательно руководила всей этой процессе уже опытная женщина, мастер своего дела. И вот в основном, говорят, изготавливали ковры именно из шерсти, которую постригали в осеннее время. Вначале это были ковры однотонной окраски, то есть натуральной. Это коричневые были ковры, они могли быть черными, светлыми. Позже уже стали украшать различными орнаментами. Орнамент древних ковров был не просто украшением или фантазией автора, он нес в себе определенные символы. Этих знаков, этих символов очень многих утрачено бесследно. Мы можем только догадываться, о чем говорили. Но это в основном, допустим, этот ковер. Тут мы видим роговидный орнамент, геометрический орнамент в виде ромба, растительный в виде лепестков. И мне кажется, что именно этот ковер, почему-то мне так кажется, что он был изготовлен именно заранее уже люди знали, что они преподнесут его в мечеть. Потому что в углах 4 изображение такой мусульманской символики, к которой мы уже все привыкли, это полумесяц и звезда. Истин, переданный в дар Музею изобразительных искусств Республики Ингушетия, бесценный предмет. Ему не меньше 150 лет, но сохранился он в идеальном состоянии. Это говорит о том, что ковер бережно хранили. Он представляет собой не только художественную ценность, но и историческую.